Хорошо. Нам нужно сегодня поразбираться с концепцией модерна, во-первых, да, с понятием современности, в том виде, в каком оно предстает в эпоху Просвещения и до сего. И попытаться развернуть критику модерна, которую воспроизводит и сам Хабермас, и, может быть, чуть-чуть наметить способы реабилитации модерна. Да, то есть, если вы этот текст прочли, то вы, наверное, заметили, да, каким образом происходит, как бы он разворачивает здесь, текст строится таким образом, что сначала разворачивается история возникновения вообще понятия современности, да, почему там ставка на разум, да, как этот разум теряет свой высокий статус и предназначение с течением времени, и каким образом, собственно, Хабермас пытается реабилитировать модерн со ставкой все-таки на коммуникативный разум. Не трансцендентный разум, а разум именно коммуникативный, укорененный в конкретных интеракциях. Ну вот дойдем ли мы до третьего вопроса, посмотрим, начнем с первого. Да? Что означает современность? Ну, может быть, мы сразу начнем в таком интерактивном режиме. Мне очень хотелось бы лекционно воспроизводить что-то. Текст есть, но вокруг него все-таки будем сегодня вертеться. Понятие современности, как вы его расколдовали? В чем смысл? Ну, в первую очередь, современность – это отталкивание от прошлого, опровержение прошлого, что ли, отрицание прошлого, сравнение с нынешним. И выбираю, да, для каждой современности выбирается еще аналог какой-то из прошлого, да, который он... Выбирается какая-то идеал, который был в прошлом и который... От которого отталкивается. Нет, там состояние отвержения. Бывается с традицией. То есть они опираются на прошлое, но это опора только для того, чтобы порвать с этим прошлым. То есть это там Порвать с традицией, да. Ну и при этом, да, найти опору, получается, исторически. Возрождение находит опору в античности. Да, идеал. Да, эпоха романтизма, скорее вот в средневековье, скажем, да, порывает, с классицизмом. Вот. Хорошо, а что касается современного понятия современности, скажем так, то есть откуда, в общем-то, откуда будем вести счет, что называется, что такое современный модерн, да, вот в том смысле, в каком использует его Хабермас. Черпать и Самореферент. Самосоотнесенность? Самосоотнесенность. Хотя, честно говоря... Ну, по-моему, он все-таки критикует там самосоотнесенность. Он больше там на Гегеле, а я не очень понял Хабермаса, потому что он там, в общем-то, как-то на Гегеле очень съехал. И на Канта там одновременно. Начал с Канта. Он там нанизал столько текстов и смыслов, особенно касается 3 видов разума. Я, честно говоря, думал, он что-то разовьет, а он потом вдруг это дело завернул и ушел дальше. Ну нет, он вполне это рассмотрел. Он сказал, что у Канта эти 3 вида разума были разными сторонами единого целого. А Гегель, решив, что эти 3 стороны просто характеристики разума, ну, как бы это сказать, априори решил, что так оно и есть. Эти 3 вида разорваны и институализируются в разных общественных институтах. То есть он подтвердил этот разрыв между 3 видами разума. Там, в принципе, мы можем отсюда сделать мостик к вопросу о дифференциации философского и социологического, к примеру, знания, или философского и социально-теоретического. Такой разрыв знания происходит. Да. Но это может чуть позже. Ну, что касается самого такого содержательного наполнения понятия современности, то что там? Что ключевое? Разрыв с традицией, да, с ближайшей, по меньшей мере, традицией. Разрыв с ближайшей традицией, да. И обязательно субъект, то есть современник. Акцент на настоящем в качестве точки устремления в будущее. Да, предчувствие будущих событий, как проблем, которые следует решить в настоящем. И на это решение требуется время в настоящем. Тем самым время было введено в философию.
Ну и там такой, в принципе, есть такой определенный пессимизм с точки зрения возможности использования этого времени в настоящем. Да, вот этот спектр возможностей, раскрывающихся в будущем, положительно раскрывающихся в будущем, настолько велик, что начинает давить на настоящее, и настоящему всегда не хватает как будто бы времени, да, решить эти вопросы, которые приходят к нам из будущего. Да? То есть такая очень специфическая темпоральность появляется как характеристика современности, модерна. Ну и параллельно всегда почему-то для меня, по крайней мере, идет тема социальной дезинтеграции. Что вы Здесь имеете в я виду? не понял ничего. Да, что Да, что там, наверное, можно просто переход сделать, ставка, во-первых, ставка на разум, да, то есть Да, это ключевой момент, тоже характеризующий модель. То есть мы порываем с религией, современность порывает с религией в качестве такой универсальной, объяснительной и ценностной модели, и, соответственно, мы получаем автономный разум. Да, Там еще такой термин интериоризации морали, да? Чем-то перекликается с Бодрианом. Вот это вот момент разобщенности, да, что Мы себя теряем. становится, что вовнутрь мораль переходит вовнутрь, там, Ну да, коль скоро ставка на разум, то подвисает вообще вопрос с универсальностью, да, вот этой гиперопоры, метаопоры, которая была в религии. В разуме мы по определению обнаружить не можем, поскольку здесь разум автономен, да, и отсюда автономен индивид, по меньшей мере культ да, индивидуальности в связи с культом разума происходит, в связи с просвещением, да, вот такой просвещенческий порыв состоит в том, что мы как бы вот эмансипируемся. Эмансипироваться можно исключительно в индивидуальном режиме, да, коль скоро ставка на разум, а не на некую надиндивидуальную сущность. Вот. И здесь как раз начинаются проблемы с этим. Да? То есть, в общем, разум не так уж благоволит эмансипации. В чем здесь проблема? Удалось вам уловить? Ну, тут речь идет субъективность как принцип репрессии, разум репрессивен по отношению к самому себе. Ну вот для меня не очень понятно, субъективности присущ сразу и универсалистский, и индивидуалистический. Индивидуалистический смысл. И это в связи с идеями самоопределения и самоосуществления. Ну, то есть мысли о себе как субъекта, я мыслю субъектность как таковую. Да? Здесь, в принципе, наверное, проблема соотношения партикулярного и универсального, которую, в принципе, Хабермас так просто чуть-чуть намечает, особо не развивая. Но с этим, в общем, любая концепция современности сталкивается, безусловно. Но разум... Почему возникает критика разума? Да? То есть как бы, там неоднократно Хабермас заявляет, что модерн можно постичь в форме критики разума. То есть это тоже такая, вот это и есть самосоотнесенность, да, как способность разума критиковать самого себя. Но начнем с того, за что критиковать, может быть, это проще. Ну, это отсылает сразу нас к франкфуртской школе, к Хаймеру, Адорно и так далее. Это, в общем-то, предшественники Хабермаса, если так исторически смотреть, то Хабермас — это следующее за франкфуртцами поколение. А франкфуртцы — это родоначальники вообще любой социально-критической мысли. Ну, связано ли это с позитивностью, с позитивизмом, вернее? Да, Не отчасти, все да. можно постичь разумом, и разум... Нет, там фокус в том, что разум постигает вопрос философский, что разум постигает самого себя, свой же собственный разум. Это и есть как бы вещь, на которой я споткнулся, по той простой причине, что объяснения Хабермаса мне были непонятны. Хотя, как это называется, как будто мы отделяемся от своего тела и изучаем самих себя, это как бы, Ну так оно и есть. абстрагированное, я понимаю, но это настолько абстрагированное, вот этих я вещей не понял, это откровенно. Я понимаю, что это значит, но я не Это понимаю, как чуть это работает. усложняется. Там очень простой момент есть, связанный с критикой инструментального разума.
Ну, как бы, да, наверное, соотносится с тем еще. То есть разум, кроме того, что он имеет такой эмансипационный потенциал, он же становится инструментом для нового, ну, грубо говоря, для нового порабощения. Да, вот этот капитализм там, да, и использование технологий в качестве чего-то подчиняющего, патетически выражаясь, свободный дух человека. Это было освобождение от феодалов, да, и Да. потом оковы. Такая мнимая свобода наемного работника появляется. Марина, вот здесь поподробнее, как он на это вышел, я так и не понял. Это не он вышел, это еще вышли еще франкфуртцы. Так, вот я вот это вот логически, я понимаю, что он опирается, он там, в общем-то, все время опирается на предшественников, но я, честно говоря, не понял, как вообще вот эта вот мысль как бы пришла, что вот это разделение разума, да, вот инструментализм, то есть продукт, когда продукт, производимый разумом, начинает расчленяться на виды разума. Вот это вот я не очень как бы понял, и, честно, он об этом и не писал. Ну, инструментальный разум, что такое, непонятно. Я не Да, очень вот понимаю. развитие, все, что связано с развитием техники, которая по большой науке, техники, позитивизм здесь тот же, да, он в принципе подчиняет человеческую субъектность, да, вот все вот эти вопросы, связанные там со свободой самовыражения, духа, воли и так далее, это все фикция с точки зрения франкфуртцев, да, поскольку мы подчинены каким-то таким техногенным реалиям. Ну, как бы это все то, что действительно, да, характеризует переход от якобы закрепощенного традиционного такого феодалистского общества к обществу свободному, капиталистическому, свободному, опять же, да, в кавычках, в том смысле, что наемный работник вот как бы обладает... Становится свободным для эксплуатации. Да, совершенно верно. Да, то есть он как бы предлагает свободно... То есть теперь себя, да, для эксплуатации. разум становится инструментальным, то есть по большому счету, то есть раньше он не был инструментальным, но он был закабаленным, сейчас освободился и стал опять инструментальным закабаленным. Вот я так упрощаю, то есть утрирую, да? В этом плане. Ну, то есть, но степень несвободы, то есть, или характер несвободы теперь иной. И Да. он вызван тем, что окружающий наш мир изменился, и если раньше над нами давлело нечто метафизическое, теперь материальное, инструментальное. Совершенно верно вы понимаете, да. Именно так. Да, и отсюда Хабермас разворачивает традицию критики разума, да, и какие здесь выходы есть. Вот критика разума такая тоже самая соотнесенная. К франкфуртцам есть вопросы, и со стороны Хабермаса в том числе он задает вопросы, мы как уже там, продвинутые субъекты, читавшие, знающие, что такое франкфуртская школа, можем задать вопрос, а с каких позиций, собственно, осуществляется критика. То есть как действительно возможно с точки зрения самого разума критиковать разум. То есть и франкфуртцы тоже носители того же инструментального разума. То есть каким образом они могут критиковать его. Ну, чтобы его критиковать, нужно как-то разотождествиться. Они позиции, эти собственные позиции, с которых осуществляется критика, не прописывают. Да, то есть как бы со стороны птичьего полета критика осуществляется. Ну, это такая уже всем известная критика франкфуртцев, да? Что их критика, да, недостаточно самообоснована. Вот. А Хабермас мы должны прийти к тому, что он все-таки... Да, и второй момент, второй способ преодоления, значит, вот этого инструментального разума, это то, что Хабермас обобщенно называет постмодернизмом. Да, это такое полное разочарование в разуме, да, и разум становится то, что, или некое подобие разума, становится глубоко контекстуальным, таким вот как раз самоотнесенным, да, нет никаких универсалей, на которые можно опереться, все распадается на контексты, на обрывки, ну и так далее. Ну и в этом смысле, ну это, конечно, такая упрощенная картина постмодернистской мысли, но в этом смысле Хабермас, конечно, настроен тоже критически постмодернистом. И что здесь? Ну, в общем, вот его проект состоит в том, чтобы реабилитировать разум на новых основаниях. По большому счету, вот в одной статье его идея это как раз вернуться к кантовским построениям, критики чистого разума и так далее. То есть, нет, вот у него не чистый как разум. неоклассицизм, получается, выступает. Неомодернизм может быть, неомодернизм, да, как бы. У него есть работа «Модерн незавершенный проект», да, то есть как раз вот
Он из тех, он такой Дон Кихот, да, в социальной теории, в социальной критике, который реабилитирует возможности радоваться. Они до конца не исчерпаны с точки зрения Хабермаса. И традиция постмодернистская – это скорее такая регрессия всего. Да? Разочарование в разуме, у Хабермаса реабилитация, реанимация разума на новых основаниях. Вот на каких нам предстоит разобраться. Вот. Ну, может быть, какие-то еще здесь есть элементы воспроизводства способа понимания модерна, которые вставляет нам Хабермас, есть важные, что мы еще в современности не ухватили, важное, характеризуя современность. Я-то, честно говоря, мало чуть-чуть ухватил. Технически вы должны исследовать свой разум. Ты теперь исследовать. Которого отказались еще. Чтобы понять, что человек написал. Ну вот философия с точки зрения Хабермаса становится как-то более укорененно в настоящем, что ли, да? Прямо заявляет, философия должна постигать и выражать в понятиях тревожное настоящее. То есть исчезает вот это метафизическое, ну как исчезает? Хабермас, по крайней мере, прилагает к этому усилия, чтобы метафизическое измерение философии ушло как не исчерпавшее себя, ненужное. Все вот эти вневременные притязания на истину, на универсальные законы, весь платонизм, это не работает. И в этом смысле Хабермас современен тоже. Да? Но, с другой стороны, он размежевывается с недостаточной критикой разума, с такой, как бы, ну да, с не очень обоснованной критикой разума, которая исходит как со стороны франкфуртцев, которые все-таки ему ближе, так и со стороны постмодернистов, от которых он далек. Да, ну и здесь вот он все-таки делает еще такое отхождение, отход в сторону, и определенный, наверное, реверанс, в сторону языкового поворота в философии, да, он все-таки отдает должное проблемам языка, которые становятся с какого-то момента важными А с точки зрения. лингвистический поворот когда объявлен был вообще реально? Ну, как бы это, сейчас вам скажу. Wittgenstein. Не может быть такого. Это слишком поздно. Ой, рано. Нет, Wittgenstein, да, основной представитель. Ну, это 20 век, в любом случае, начало 20 века. Начало, да? Именно у него была постановка философских проблем, как языковые главы. Ну, он вообще считал, что на самом деле вот этот конец философии тоже как бы вот этот вот слоган, да, философия себя исчерпала именно потому, что есть язык, есть грамматические структуры, на которые можно опираться, всем понятно, ну, как при желании, да, мы можем их все понять, освоить, и с их помощью можно донести любую мысль. То есть вот это метафизическое философствование, оно вообще не имеет смысла, ну, если так очень упрощенно говорить, с точки зрения Wittgensteina. Но он там ранний и поздний отличается, конечно. А Хабермас как это видит? А вот, ну вот он там еще Хайдеггера приводит. Вот, ну давайте как-то все-таки это реконструируем. Что привносит в понимание современности лингвистический поворот философии и почему вот эта проблема языка важны становится для характеристики модерна. Что тут с разумом происходит, опять же, да? Ну, помните Хайдеггеру приписываемое высказывание «язык – дом бытия». Да, и забвение языка – это, в общем, забвение бытия. Я как раз вот не это не специалист по Хайдеггеру, поэтому не хотела бы особо углубляться, но нам важно просто зафиксировать, что как бы, по меньшей мере нужно сделать акцент на языке, да, современной философии, чтобы понять модерн, эпоху модерна. Да, что какие-то внеязыковые сущности, вне языка не существует никаких смыслов, там, сущностей и так далее. Ну, коммуникативная рациональность, да, коммуникативный проект Хабермаса, да, то, как он характеризуется, уже говорит о том, что коммуникация – это есть язык.
ключевые акты, там, да, притязание на значимость, дискурс, вот эти все ключевые понятия философии Хабермаса, если забегая вперед. Ну, а как вы поняли, может быть, основной пафос Хабермаса? Ну, даже если только на этом кусочке основываться. Вот если сравнивать его с Бодрияном, например. Хабермас смотрит назад, мне кажется, а Бодрияр все-таки вперед. Почему? Интересно. Ну, Вот, то мне есть, кажется, наоборот. ну, или вперед, Не, ну интересно через просто зад. рассказать. Нет, надо выпить кофе. Пошло интересное. Это очень замечательно. Просто Через зад. постмодерн, ну, как бы разочаровывается в постмодерне и уже начинает оглядываться назад и как-то, Искать новую основу. ну, как-то, ну, попытка сделать шаг назад, чтобы опять пойти вперед. Ну, и как бы уволить постмодерн, как бы сделать вид, что ничего не было, и попытаться на новых основаниях, на новых подходах опять продолжить историю сразу. То есть он повторяет этот жест возрожденцев, которые искали основания в античности, да, и романтиков, которые опирались на средневековье. Ну, да. То есть, Ну, интересно, да. То есть он на что классицизм возрождает? Ну да, наверное, Канта части, да? Классическую философию. Что интересно, мне больше всего заинтересовал момент другое, что различие. Модерн, по Хабермасу, модерн это всегда только то, что происходит сейчас. Модерн вчерашний это уже классика. Ну, на самом деле у него есть такой и вневременной подход, то есть с какого-то момента мы мыслим все время из современности. То есть всегда будет недостроенный. Да. Тоже, да, То есть, наверное, начиная с эпохи просвещения, мы все время мыслим из современности. Модерн никогда невозможно завершить. конечно. Это отличие от постмодерна, Хорошо. который и совершенно себя во временном отношении, по крайней мере, видит себя иначе. Еще, мне кажется, у Бодрияра есть разрыв, да, с реальностью, да, когда знаки становятся взаимозаменяемы. Ну да, симулятивность. А тут наоборот, он через этот инструментальный разум, наоборот, Стремится ухватить реальность как будто бы, да? Ну, только не инструментальный разум. Инструментальный разум это к франкфуртцам относится. Это то, что он как бы реконструирует, показывая предшественников, чем они занимаются. Коммуникативный разум. Бодрияр это чистый постмодерн. А здесь мы говорим о, ну, скажем так, реинкарнации модерна. А это совершенно два разных течения, при всем при том. Тогда надо определиться для нас, что мы понимаем под модерном, а что мы понимаем под постмодерном. Хорошо, а консервативность присуща? Вот кому консервативность? Конечно, какому направлению? Хабермас. Какому? Хабермас. А вот нет. Хабермас абсолютно консервативен. Как раз таки постмодерн консервативен. Он играет традициями, да, для него нет будущего. Так он нет. играет, он их Нового здесь нет. имеет как хочет. ну, так, Через зад какой-то предложил коллега. А постмодерн рвет с традицией. Ну, это просто такая на самом деле конвенциональная установка. Она, конечно, исходит от приверженцев модерна, да, тех, кто реабилитирует модерны, и хабермасовцев, и Хабермас в первую очередь, как раз полагает, что постмодерн консервативен, да, в том смысле, что для него нет нового горизонта. Все уже в постмодернизме, если вспомните, да, основные характеристики его, другое дело, что он сам уже устарел, в 90-е же, в общем-то, если помните, на пике все. Ну, который придумал Ну, это постмодерн. как бы, да, это уже бескусственно. Никто не знает, что это такое. Специфики, когда воспринял, когда постмодерн, это уже все. Уже все было, как бы, да, и консерватизм возникает как эффект усталости, да, от исторического. Но и мы читаем Бодрияра. Все уже Это было, эффект как усталости. бы, осталось только Это, кстати, Бодрияр и симулировать. есть последняя, так сказать, сверху, ну, звездочка на елке к процессу постмодернизма, то есть, ну, ощущением, осознанием того, что В случилось. этом смысле у постмодерна нет нормативного горизонта, если еще простраивать различия, в то время как Хабермас, основная его задача – это простраивание этого норматива. Ну, невозможно жить без
какого-то, Опоры. ну, без горизонта, что ли, да, пусть он всегда уходящий, там, да, но нужны эти нормативные основания, на которые мы опираемся даже в обычной коммуникативной Это ситуации, классика. когда нам нужно договориться. Это классика. Ну, это модерн, да, это модерн. Мгм. Вот, мне То есть кажется, ставка на разум, всё-таки, на Опыт. рациональность. в постмодерне начинается вот какой-то момент энтропии, когда какой-то- Кисло, подобирать. ну, какой-то такой распад и, ну и как бы вот усталость и не достигается, приходит от того, что ну вот эти точки на горизонте, они рассыпаются. Вот модерн еще сохраняет какую-то единую точку схода, ну, или как минимум единую реку, а постмодерн уже он рассыпается на речушки. Мгм. Ну и в этом он видит собственное достоинство, как бы, да, что нет вот этого универсального репрессивного разума, там, да, вот, ну, а есть как бы многообразие партикулярностей. Тоже мультикультурализм, это все, в общем, отголоски этой постмодернистской установки. Мгм. То есть, и мы, получается, возвращаемся к началу статьи Хабермаса, опять, что он переиначивает само понятие субъективности и объективации. Просто получается. Те, которые, то есть, как бы обрисовывают то, от чего он отказывается в понимании объективизации и субъективности. Я так понимаю? Правильно? Там я не очень поняла вашу мысль. Ну, собственно говоря, то, что фрагмент, он, собственно, начинается с объективирования, то есть возможности объективации объекта философии, да, Мгм. здесь получается, что он в корне меняет, ну, получается здесь в данном случае по отношению к постмодерну сам элемент объективного, то есть меняет человека. Да, или по нему больше получается какой-то разум выводит. Я вот это не очень, оно как бы в тексте лежит, я ухватить так и не смог, я, в общем-то, как бы пытаюсь вспомнить, что проживали. Я не очень понял, потому что там, в общем-то, болтанина есть, и я не очень ее понимаю. Это не страшно, почему? Потому что, прежде всего, на французском языке вы должны изучить эти. Вообще-то на немецком. Паша, я знал, что Пошло, ты такое да. скажешь. Чтобы мне полегчало. Я рад. Ну вот, если стать все-таки на позиции критики инструментального, подчеркиваю, инструментального разума, то с точки зрения Хабермаса просвещение творит, в каком-то смысле просвещение творит своего кумира. Да, и в этом там есть такая мысль, что в этом смысле можно соотнести, то есть место религии занимает вот эта вот ставка на разум, да, вот трансцендентный разум. И позиция Хабермаса далека от этой позиции. Да? То есть он все-таки разуму придает другое значение. Да? Он реабилитирует его иначе. Это не инструментальный разум, это не тот разум, и это не тот разум, который должен занять место религии. И это разум, который ситуативно укоренен. То есть он для чего-то нужен. То есть в этом смысле можно тоже, наверное, почувствовать какое-то притязание на инструментализм, но всегда у Хабермаса есть нормативный горизонт. Для чего? Для того, чтобы договариваться. Да? То есть искать Мы социальный проходили. консенсус. Мы да? эту СМУФ тогда вместе проходили, это усиление на инструментализацию. И, вот, честно говоря, я и тогда не очень как бы понимал, как он это видит. У меня такое ощущение, что он придумал такой вот разум. Да, безусловно, это его модель. И, в общем-то, да, только лениво не критиковал Хабермаса за то, что, собственно, наконец-то, с какого перепугу люди должны пользоваться вот такой моделью. Там, да, у него там такая многоступенчатая, там, если то, то это, если то, то то. Если я сегодня очень Да, хочу но- сильно писать по Хабермасу, то я уже, извините, точно не буду Извините, сегодня немножко есть. не про разум. Не, ну инструментально у него получается, в общем-то, как вы говорите сами, рационализм, да, то есть позитивизм. Собственно говоря, где он определяет эти горизонты вот этого позитивного, они совершенно непонятны. То есть, ну, А что такое нормативный горизонт? Ну, нам нужно понимать, для чего мы что-то делаем. Да? То есть для того, чтобы, ну, не знаю, для того, чтобы прекратить войну, например,
цель, Да, то есть, да, это как бы принято, что такая такое нормативный значимая горизонт. для Да. договаривающих. Эмансипация, например, может быть нормативным горизонтом. А он, кстати, там немножко тоже коснулся значимых ценностей. Вот это там вот был Потом Вебера, наверное, пересказывал, там, Мгм. рациональность, ценностная рациональность. Мгм. Зачем, кстати, Вебера он вспоминался еще? Он там не только выбрал, он там цепанул Вебера с кем-то. С Гегелем, там еще с кем-то. Ну, там, когда про размежевание социальной теории и философии. Короче, поскольку в этом заблудился. Особенно если чисто я ничего не знаю про факты. В общем, если переходить к чуть более конкретным вещам, чего же, собственно, да, хочет Хабермас и какую он предлагает модель коммуникативного разума, то да, ну, можем вполне конкретно поговорить. Ну, к примеру, вот в любой коммуникативной ситуации есть такое априорное знание, что ли, да, есть априорное знание, ради чего мы собрались. Вот, наверное, это точка отсчета. То есть, если коль скоро мы собрались, то, наверное, что-то нас связывает. И вот это что-то, это и есть уже какой-то контекст, от которого можно плясать, что ли, да. Вот. И в рамках этого такого, по умолчанию, вот этого понимания мы можем разворачивать какую-то коммуникацию. То есть она протекает, безусловно, не беспроблемно. Да? Ну, вот есть теория речевых актов, к примеру, там у Хабермаса. И в речевых актах мы можем выделить как содержание самого речевого акта, так и перформативную составляющую. Ну, то есть я говорю что-то, я зачем-то это говорю. Я ожидаю, что мои слова, моя речь произведет какой-то эффект, да, на вас воздействие, и вы сделаете что-то, чего я от вас хочу. Да. Ну, очень так упрощенно есть. То есть, как минимум, вот есть две вот эти составляющие. Содержание, или то, что в лингвистической философии называют пропозицией, пропозициональная часть, и перформативная часть. То есть, как бы, здесь уже в этом моменте говорящий соотнесен с тем, что он говорит, рефлексивно соотнесен. То есть, кроме того, что я воспроизвожу какое-то содержание, я рассказываю там о Хабермасе, например, но при этом у меня есть какой-то эффект. Ожидание эффекта какого-то. Что? Он там вроде как писал, вроде как о коннотации, то есть текста. То есть... Коннотация — это что-то немножко другое. Да, я уже... Денотат, коннотат — это, да, это из лингвистической, да, из лингвистики. Да. Ну вот здесь как бы мы видим влияние, да, вот этого лингвистического поворота по меньшей мере, да, что, в общем, коммуницировать мы можем коммуницировать с тем, чтобы договориться, с тем, чтобы поддерживать общественный консенсус. Ну, видимо, вот это и есть основной нормативный горизонт. Его нормативность — это и есть возможность, что исключить коннотации, оставить эти нормативные, первичные. Вот это вот. В каком смысле вы коннотации используете? Коннотация, ну, как дополнительные смыслы, которые мешают определению вот этих вот нормативов, которые он выводит. Может, я сейчас смекнул, может, он это в этом контексте писал, что вот это вот лингвистический поворот мешает определению вот этого вот нормативных границ поля. Может, здесь. Ну, текст, в общем-то, очень плотный, я имею в виду, я поэтому его довольно сложно разгадать. А тут у нас Барковский такие дебри завел, герменевтики, что я уже вообще перестаю понимать текст. Переживаю, не понимаю. Тебе хорошо, Паша, ты все понимаешь. Хорошо. Ну вот есть какой-то нормативный горизонт, который мы приписали Хабермасу, и это все-таки, если вы со мной согласитесь, конечно, да, это общественный консенсус. То есть, да, он как раз не из диссенсуса исходит модного сейчас, да, вот если помните, мы там учили Лаклау и Мув, они как раз исходят из того, что общество конституировано расхождениями, разногласиями. Да? Вот. Поэтому Хабермас им не сторонник, не попутчик. Да? А Хабермас как раз-таки совершенно противоположным образом выстраивает свою теорию, что в принципе как бы потому что диссенсус у нас всегда будет, да? А вот попробуйте построить консенсус. Да?
И вся его теория вот нормативно настроена на вот построение, на прописывание условий возможности этого консенсуса. В принципе, неплохой проект. Вот. Хорошо. Соответственно, у всякого говорящего есть притязание на значимость, что называется у Хабермаса. То есть, если вы что-то говорите, вы действительно притязаете на то, что по меньшей мере это значимо для вас. Да? И, соответственно, если вы это предъявляете другим, хотите, чтобы это стало значимо для других. Вот. И эти притязания на значимость, соответственно, включают в себя истинность, нормативную правильность и субъективную искренность. Да? То есть только тогда коммуникация вот является осмысленной, когда есть вот эти составляющие. Ну и при этом понятно, да, что всякий речевой акт предполагает еще наличие вот этих структур. Кто говорит, что говорит, кому говорит говорящий. Ну вот если я по пьянке песни пою, это речевой акт. Нет, это не речевой акт, наверное, с точки зрения Хабермаса. Вот тут исключение начинается. Ну вот это такое доязыковое, условно допонятийное, может быть, доконвенциональное какое-то знание, которое в то же время является общим таким фоновым, да, вот этот фоновый консенсус, наверное, можно так правильно сказать. Фоновый консенсус в любой коммуникации всегда уже есть, да, что скоро мы собрались, там, да, и что-то хотим. Но его, да, в принципе, может быть недостаточно. Да? То есть, начиная коммуницировать, мы понимаем, что происходят какие-то фатальные разногласия. Да? Когда происходят эти фатальные разногласия, то есть не срабатывает этот фоновый консенсус, то выдвигаются притязания, то, что Хабермас называет притязанием на значимость. Да? То есть мы как бы возвращаемся и прописываем заново собственное притязание на значимость. И если эти притязания назначены, ну, как вы, Эдуард, часто говорите кому-то из участников коммуникации, что это не про это ты сейчас не туда ушел, как бы, да, это не про это, то есть притязание на значимость отвергается. Говорите иногда, да. Да вы хотите сегодня попасть, да? Не попадете. Так. И в этом месте, когда выдвинутые притязания на значимость отвергают, ну, я начинаю вам говорить, например, про Хабермаса, а вы говорите, это все ерунда, давайте говорить про Бодрияра, например, то это точка бифуркации в коммуникации Хабермаса. И здесь возможны варианты, вот с этого момента возможны варианты либо принуждения коммуникации, да, срабатывает какой-то стратегический ресурс, называется стратегическая коммуникация, именно так и называется. То есть, как бы... голод, например. Почему голод? Кнутгауссен, классика. Куда ты подъехал? В коммуникативной ситуации? Они разные могут быть. Нет, я про коммуникативную сейчас по Хабермасу. Ну, то есть задействуются стратегические ресурсы, и это так и называется стратегическая коммуникация, то есть используется принуждение. Да? Ну, там, я в качестве преподавателя могу сказать, что нет, про это мы говорить не будем, оборвать на ту коммуникацию, вернуть вас к Хабермасу. Да? Это будет чисто стратегическое действие, это то действие, к которому Хабермасу коммуникативное действие. Хабермас относится скорее критически. Потому что здесь есть властный ресурс задействован. И, соответственно, если есть этот властный ресурс стратегический, то есть опасность вырождения коммуникации. То есть это уже будет не совсем коммуникация, когда я говорю так, молчать, да? Я говорю. Да? Ну, так регулярно же случается, да, в любой коммуникации. А у Хабермаса нет такого, что наоборот именно конфликт порождает коммуникацию, которая ищет какого-то согласия? Нет, это не да? Хабермас. Ну, то есть, как бы, да, конфликт-то мы можем как-то попытаться вписать, но я чуть продолжу все-таки еще, что там еще важно с точки зрения коммуникативной рациональности. В этом случае, когда притязание на значимость отвергается,
то второй, ну, первый как бы принуждение, первая тактика, первая возможность, да, и эта возможность всегда чревата обрывом коммуникации, вырождением коммуникации. Вторая возможность – это переход к дискурсу. То есть мы начинаем аргументировать, почему, да, как бы мы возвращаемся опять, да, и начинаем еще прописывать притязания на значимость, да, ну, собственно, с каких оснований, да, с каких позиций мы производим вот эту коммуникацию. Поскольку внутри самой коммуникации нам не удалось договориться, мы возвращаемся, начинаем прописывать основания, которые позволили бы нам Ну, это называется да, перейти опять в режим коммуникации. навязывание своих идей, короче. Почему верно? Если мы определяем Если ты начинаешь методы давить коммуникации, в Не коммуникации. давить, а как раз здесь рационально обосновывать. Здесь Да. ставка на рациональность как раз, да? рационально обоснованные методы коммуникации. Я вообще не рационален. Ну, вот я и говорю, что Хабермаса не Можно ли хватает в применять нашем пространстве. политическую коммуникацию? Какая с балбеса рациональность? Какая рациональность у меня Салюкевич? Он же меня не слышит. Читайте Слезкина, Хабермас на селе. Ты- Хорошо, это понятно. Дальше как тогда? Куда мы уходим? Ну, то есть в каком-то смысле мы, переходя к дискурсу, вот этот переход к дискурсу, где мы опять начинаем прописывать притязания на значимость, это углубление рефлексивности. То есть это не совсем коммуникация. Коммуникация, когда все-таки мы как-то обмениваемся, да, коммуникативно обмениваемся смыслами, и что-то происходит. Когда происходит тотальное непонимание, точка бифуркации, то тогда нам приходится как раз-таки с точки зрения Хабермаса усилить рефлексивность, да? Не бросить коммуникацию, не начать там... То есть рефлексивность он вообще друга. за коммуникацию выносит, получается? усилить рефлексивность. Ну, это чисто рабочие термины в данном случае. Безусловно, как бы коммуницируем мы тоже рефлексивно, да. Далее запутался. Но вот эта рефлексивность здесь имеется в виду, как бы, что осуществляется рефлексия по поводу оснований значимости. Да, то есть мы выясняем, что у нас разные представления об этой самой значимости. Ну и потом уже как бы вот это проясненные притязания на значимость мы помещаем опять в ситуацию коммуникации, и То есть она определяем идет дальше, да, возможно. свои границы. Не, лучше на Хабермаса не надо. Кому? И в этом смысле вот как бы да, это такая гиперрефлексивность или такой гиперрациональный дискурс не является чем-то высшим по отношению к самой коммуникации. То есть все-таки Хабермас сохраняет значимость самой коммуникации. Ну, как бы, ну, здесь тоже, конечно, можно много слабых мест обнаружить, да, что, в общем-то, как бы такой тоже квазиметафизический статус придается этой коммуникации. Вот. И, собственно, само взаимопонимание, тот самый нормативный горизонт, который важен для Хабермаса, возможно именно в коммуникативном действии, но не в обосновании дискурса. То есть не в дискурсе, то есть обоснование притязания на значимости, сам этот дискурс является вспомогательным, таким инструментальным, да, в каком-то смысле. Да? То есть важно взаимопонимание, которое разворачивается в коммуникации, в коммуникативном действии. Ну, а любое действие коммуникативно. Ну, единственное, что может быть, в отличие от франкфуртцев, Хабермас все-таки разводит коммуникативное действие и труд, там, скажем, да, труд как таковой, там, приложение энергии к тому, чтобы получить некий продукт. Коммуникативное действие и действие такое трудовое, что ли, да, это все-таки разные опции. Да, пахать Человеческая землей и думать деятельность. одновременно невозможно. Можно. Ой, пахали, я вижу. Пошлите. Я вам говорю, я траншею в армии копал, Я- думать не мог. Яркий Я образчик просто копал. подавления коммуникации. Поведение ее, да, Да, в режим вот, да. размывания Да, коммуникации, не возвращение к Навязывание дискурсу. своего мнения. Очень деспотичное. Вот так вот по Называется Хабермасу. стратегическое действие, да, Да. Хабермаса. Вы потеряли нормативные горизонты, господа.
Мы их не приобрели. Для начала. Вот. Вы меня неправильно поняли, интерпретировали. По Хабермасу. У вас нет еще в руках инструментария для правильного понимания такого, понимаете, как это у Хабермаса, я должен вас убедить в своей исключительной Так, для этого Как это надо звучит? рациональная коммуникация. Секундочку, основной по Хабермасу в нашей коммуникации основной я должен вам предъявить свою Притязание на значимость. Если я иду к вам разговаривать без того, что я вам хочу навязать, извините, продавить, то вообще у нас коммуникации-то по Хабермасу и не будет. Это по-вашему не будет. Это по Хабермасу я говорю. А по Хабермасу будет. Ну а что значит продавить? То есть если я что-то обращаюсь к Если я- собеседнику, я уже хочу что-то продавить в любом случае. Совершенно верно. Я в этом контексте. Естественно, не какой-то авторитарный. Нет. Я есть субъект. Все, что от меня исходит, оно автор. Да? Если я с вами общаюсь, то вы мне тоже что-то хотите продавить. Например, про милицию вы Зачем сегодня меня... продавить? Ну как? А я могу Цепляется к словам просто женщины. изложить какую-то идею с такой точки зрения, которая будет доступна для вас и будет вам интересна. Я- Но это не значит, что я хочу что-то продавить. Ах, вот так вот это теперь видите. То есть вы мне, когда будете проламывать голову, вы будете делать это Я вам не исключительно из буду. добрых побуждений. Я вам не буду А проламывать я, голову. с вами Это у вас исключительно из навязчивые добрых идеи. побуждений по Хабермасу говорю, что я вам буду продавливать свою гирю на голову. Это и Для есть. этого у меня есть сказка. Ну, а Хабермасу нравится общественный консенсус. Да. А вот насчет консенсуса, я и тогда, когда мы обсуждали так год назад по консенсусу, у нас тогда, помните, было обсуждение. И, честно говоря, мне ни Муф не понравился, ни Хабермас не понравился, я вот видел повис между ними. Вот, мне больше Да, вам понравились. ближе Гитлер там, да, Сталин, Муссолини. С чего вдруг вы так? Это есть у Хабермаса. Зачем бедному еврею такие вещи говорить? Хорошо, коммуникация у Хабермаса субъект-объектные отношения или субъект-субъектный, детский Так, вопрос. так еще. Субъект, А субъект. то мы отвлеклись. А почему не субъект-объектные? Потому что он говорит о консенсусе. Консенсуса между объектом и субъектом бессмысленные понятия в этих отношениях. Ну, одна из возможностей коммуникации, которую, в принципе, Хабермас имеет в виду, что коммуникация всегда может скатиться все-таки да, вот в это субъект-объектную такую ситуацию. Ну да, вот это стратегическая Да, коммуникация. это и она- есть оно, да. Да. Вот. И в этом смысле, конечно, он не романтизирует да, языковые возможности, но, тем не менее, да, делает ставку на реабилитацию разума именно как коммуникативного разума. На его автономность. Он будет какую-то религию создаться, практически готов почти. Кроме того, вот эта рациональная коммуникация, она соотнесена с повседневностью. То есть речь не идет о какой-то такой дистиллированной ситуации, да, очищенной от повседневности. Да, вот идеальный речевой акт, в принципе, есть понятие у Хабермаса, но тем не менее речь идет о том, что повседневность пронизана этими коммуникациями, и договариваться мы можем исключительно в этих ситуациях повседневности. А обращение к дискурсу там, или это вот такая гиперрефлексивность, это, повторюсь, да, это такое лишь вспоможение для того, чтобы длить коммуникацию с тем, чтобы вот сохранять возможность консенсуса. Я к нему задался вопросом, а что же, собственно, ведет к консенсусу? А он хочет как-то оправдать, вернее, определить, как рождается Это хороший вопрос, что значит консенсус? Да, вот и здесь возникает, как бы я не вижу точки опоры. Он хочет, чтобы именно существовал консенсус, чтобы существовала солидарность, но изначально к ней ведет какая-то патологически присвоенная нам извне существующая объективная необходимость коммуникации. То есть, ну вот какая-то вот что-то нас вот порождает. Да, есть такая критический такой посыл в сторону теории Хабермаса, что как будто бы извне, да, мы можем. Да, мы что нас рассматриваем кто-то коммуникацию, толкает что внешне. куда-то искать какую-то солидарность, Ну, консенсус. с другой стороны,
может быть, можно посмотреть на как на необходимость, да, коммуникативными действиями Если сюда ломано задвинуть, то получается, в прошита общем-то, повседневность. коммуникация сама по себе, а мы не опять винтики, шпультики, которые какой-то солидарности. Тогда уже как-то логичнее. Хорошо, какие еще есть реплики, замечания, вопросы? Коммуникация как в системе Habitus. О, Господи. Только цифрологию не надо. А что такое хабитус? Там слышим. Ну, Бордьевский, если нет? помните, А это уже из психологии. Ну, это у Бордье есть. Паша, не надо слов вставлять. Я тебя прошу. Подожди, дайте высказать. дело в том, что в обществе со временем, когда мы говорили про автономность и разрыв зависимости от института религии, возникает коммуникация как норма привычки. Хабитус, если помните, Бодрияра, да? Нет. Бордье. Да, Бордье. Бордье. Вот как раз таки мы же эту теорию как раз проходили, и мне кажется, вот метод естественное, значит, современное общество, мы же говорим контемпорарий, современное общество в современном обществе. И вот эта потребность коммуникации в социуме между субъектами. Почему слово хабитус ставил? Ну, И задали вопрос. как привычка, это уже как уже Привычная практика. привычка, абсолютно верно. Так же просто, да? Да, Я привык жить, привык умирать, привык дышать. Все привык. И на женщину также по привычке. Понятно? Объясню. Кто вас на Новый год обидел? Что с вами? Я Не вы, понимаю. это точно. Пришел Дед Мороз гей. Я плохо помню Новый год, я помню, что он пришел. Ну, вот хороший отрывочек такой концентрированный. По поводу необходимости достигать взаимопонимания относительно чего-либо в мире. С этой точки зрения на передний план выдвигаются совершенно иные феномены. К примеру, трансцендирующая контексты сила притязаний на истину. Ну, это, по большому счету, краткий пересказ теории Хабермаса. Сила притязания на истину и вообще на значимость, выдвигаемых говорящими вместе с их высказываниями, или вменяемость говорящих в речевых актах, каким они взаимно подчиняются этим речевым актам. Или же взаимодополняющие перспективы говорящего и слушающего, когда то один, то другой становится то первым, то вторым лицом. Или же совместное прагматическое предположение о том, что всякое взаимопонимание будет зависеть от позиции «да» или «нет» во втором лице. Так что каждому участнику диалога придется учиться у другого. Да, то есть здесь как бы как у Бодрияра, помните, игра важнее игроков, здесь коммуникация важнее участников коммуникации. Ну, как бы неплохой, в общем-то, такой пафос. Да, то есть как бы принятие вот этого субъект-субъектное, да, почему коммуникация, принятие этого другого как неизбежность разногласий, которыми не исчерпывается сама коммуникативная ситуация. По-моему, хайдеггерских. Хайдеггер монологичен как раз таки. Он делает ставку на язык и на это открытие бытия через язык, но он Через другого. глубоко Я монологичен. имею в виду этого другого. Что там у Хайдеггера в студии? У него там что-то я не припомню другого. Да. Там по феноменологии я другого, там вот феномен любви, вот он об этом говорит, когда ты влюбляешь в себя, вот эти вещи я такие запомнил. Ну, влюбление это точно, это не про Хабермасу, и здесь речь идет о рациональной коммуникации. Ну и тогда получается, если мы говорим о социальной теории, отвечающей на вопрос, как возможно общество, то Хабермас дает свой ответ на этот вопрос. Общество возможно посредством коммуникации, длящейся через переход в дискурс. Ну, совершенно верно, да, то есть то есть нормативным горизонтом все равно остается консенсус, при том, что понятно, что здесь нет благостного такого отношения, да, к нему, что всегда возможны вот эти точки бифуркации, сбои
и возможно даже посредством стратегического вот этого нарушения сама коммуникация может теряться. Но есть нормативно. То есть общество скрепляет вот наличие вот этого нормативного горизонта по поводу того, что нужно договариваться. Да, То есть что он не коммуникация исходит, должна быть. да, то есть он не исходит из того, что договоренность как таковая и согласие как таковое всегда есть. Нет, конечно же. Вот. Его нужно еще достичь. Да, и в этом, с этой точки зрения, постмодернисты такие эскаписты. Да, то есть вот невозможен универсализм, нет универсальных ценностей, полный распад, как бы, да, и практикование частных языков, приватных проектов. Вот. Здесь Конец очень культуры. глубоко коммуникативное, глубоко такое диалогичное направление. Ну и в общем это, наверное, тоже не совсем такая вот, коммуникативное действие, это не совсем эмпирический феномен. Да, это все-таки такая скорее структура и схема, да, социально-теоретическая, которая, да, ну, то есть это не руководство к действию, не прямое руководство к действию во всякой коммуникации. Это теория просто. Да, теория, как бы, если вы ее принимаете, то, наверное, она имеет какой-то Просто эффект. она, если ее начинаешь как бы, да, действительно натягивать на реальность, то получается, да, она как-то появляется. То есть он у него не дописано, но в принципе. Оно не может быть дописано, это ж модель. Да, потому что это модерн, модерн не может быть завершен, потому что он. Вечная современность, да, вечная сейчас. Да, ну и, конечно же, проект Хабермаса — это глубоко политизированный проект. Это точно. Да? То есть, в принципе, как бы, где нужна договоренность, ну, этот консенсус. Это сугубо политическое действие. Формирование этого нормативного горизонта. Нужно сейчас сформировать. Он как бы существует. Он существует. Хабермас, он уже есть. Есть. Вопрос другого. Нормативный горизонт — это консенсус. То есть как бы мы исходим из того, что его никогда не дан изначально. Да? У нас, ну, то есть есть фоновая какая-то фоновое знание о том, что что-то нас объединяет. Но как только мы начинаем свои позиции прописывать, мы все равно сталкиваемся с разногласиями. И, да, и к чему именно мы придем, да? То есть скорее всего, мы не придем ни к точке зрения одного участника коммуникации, ни к точке зрения другого. Но в нарушении коммуникации не относительно нормативного горизонта. То есть в попытке выстроить этот нормативный горизонт. Да, в попытке выстроить, безусловно, регулярно случаются Нормативность эти получается нарушения, но завтра. они всегда чреваты вырождением коммуникации. То есть здесь же нет такой предопределенности, предзаданности того, как разворачивается коммуникация. То есть в любой эмпирической ситуации, конечно, мы не получим, как идеального речевого акта, наверное, не существует, так мы не получим идеальной речевой ситуации и идеальной коммуникации. То есть... Просто это, наверное, разные ситуации. Одно, когда у нас есть нормативный горизонт, мы коммуникация, чтобы это, к ним приблизиться. А другое дело, когда мы в процессе речевого акта пытаемся этот нормативный горизонт определить. Фишка, они как бы есть, и мы в процессе Есть, коммуникации, есть. собственно говоря, к ним движемся. А это завтрашний день. А мы говорим о сегодняшнем. Значит, вообще мы сегодня говорим только о дискурсе. Нет, я думаю, коммуникация также не разворачивается, что давайте мы простроим какой-то нормативный горизонт. Да? То есть у нас всегда есть содержание коммуникации. То есть мы собираемся не для того, чтобы абстрактный горизонт. Ну, а чем он определяется содержание коммуникации? Ну, в каждом конкретном случае разными штуками. Ну, то есть содержание коммуникации и соотнесенность, мы же говорили, соотнесенность субъекта с этим содержанием. Вот скорее в случае с соотнесенностью нам нужен этот нормативный горизонт. А нормативный горизонт — это консенсус. А по поводу чего, вот это уже само содержание, оно выявляется в каждой конкретной коммуникации. Ну, консенсус, при том, что понятно, что этот консенсус тоже всегда имеет временный характер.
Да. Если он вообще возможен. Ну, опять же, да, это все критика Хабермаса, если он возможен, когда считать его установленным, насколько надолго он установлен, да, и будут ли участники коммуникации, решив что-то, в конце концов, придерживаться этого решения. Там, Вот вся система Евросоюза, современная политическая система Евросоюза, вообще, в принципе, это последователи Хабермаса создавали. Может, И кстати, была конфликт- такая речь, когда Евросоюз там периодически же под угрозой распада, он все время Вот сейчас вот выступал Брексит, публично. как раз опять все это пошло, покатило, Евросоюз даже вставляет спецов, всех этих социологов пошли, француз там недавно опять выступал. Не начало ли это процесса распада, то есть распада того консенсуса, и опять же ставится под вопрос инструментально. Вот. Евросоюз это прокатка системы возможности нахождения вот этих нормативных горизонтов для общества, и не есть ли внутри вот этой системы разрушающий ее же парадокс. С одной стороны, вот Брексит, это типичный случай, говорят, что вообще-то не распад системы. Это как раз в этой системе в Англии, что у них внутри как раз не существует то, что создано в Евросоюзе, а иначе говоря, они выслушали какой-то плебс, вот так же, как с выборами США, опять же говорят, это не логично. Но тем не менее... Нерационально, я бы сказала, да? Да, то есть вопреки. Происходят какие-то процессы вопреки. Но это же не говорит о том, что, например, то, что вот Евросоюз выстроен, что система не работает. Как раз совсем об этом не говорит. О чем говорит, они сейчас пытаются выяснить, что же, собственно, происходит. Но вообще, в принципе, инструментально Евросоюз и Хабермас это попытка вот этого выстраивания нормативных горизонтов. То есть, по большому счету, Евросоюз использует хабермасовскую теорию. Модель, коммуникации. да, всех вот этих государственных структур, Брюссель, где там у них штаб-квартира экономическая, в Люксембурге, все институты политические, экономические, юридические, у них же там, боже мой, они натворили всего столько, точно по этой сделанной концепции, то есть поиск консенсуса и так далее. Ну, Я, эти пожалуй, же соглашусь. общественные институты, они не являются субъектами. Ага. Как с этим? Дело в том, что это немножко разные вещи. Когда мы говорим это немножко другая тема просто публичности, да, вписанного в публичное пространство, легитимные институты. Это отдельно, мы, кстати, проходили немножко легитимация и так далее. Это немножечко в другую сторону. Дело в том, что концепт он предлагает теорию. Согласно этой теории, то есть в эту теорию, кстати, вписывается, у Хабермаса очень много есть по поводу легитимных институтов власти. У него много есть. И они, в принципе, в общем-то, все вот эти брюссельские и прочие штучки-дучки, да, как они работают, видно, что они хреново работают. То есть очень медленно, то есть это тяжело срабатывает, но тем не менее работает. Хорошо или плохо, но, например, то, что у них реакция срабатывания на экономические проблемы стремительная, однозначно. А вот на политические вещи, вот, например, с беженцами или с терактами, у них очень замедленная реакция. Дело в том, что то, что они сегодня пропагандируют, идеи там, гуманистические, основные гуманистические идеи, например, они совершенно не вписываются в происходящие процессы, и система не способна сработать, например. Вот тут мне как раз Бодрияр как раз очень сильно вписывается. Ну вот тут бы я сказала... А Бодрияр со своим вот этого очень вписывается. Давайте послушаем других. Нет, я бы сказала, что вот эти вот беженцы, да, и теракты, это как бы инфекция, занесенная извне в эту систему. Вообще инфекция. Мне кажется, вот как А раз кто в нашем обществе инфекция? С помощью, именно изучив всю систему коммуникации внутри Евросоюза и ценности Евросоюза, определенные силы как раз таки эту ситуацию спровоцировали, как инфекцию для развала изнутри Союза. У вас есть звание полковника, полковник. Ну, на вас, я А кто инфекцией в нашем обществе является? Ну, такая Вы стигматизация. сами. люди. Вы сами. мне кажется, как раз вот В нашем обществе вы сами. А кто меня сюда То есть инфицировал? мы ушли от коммуникации в эссенциализм. Я какой-то тут своей еще- есть, да. Давайте вернемся к Ну вот Хабермас говорит как раз продолжение того, о чем вы говорите, продолжающийся модерн следует продолжать и направлять осознанно и с помощью политической воли.
То есть Так, там еще просто раз, еще так, раз ну, прочитайте. простая, в принципе, фраза, продолжающаяся, ну, продолжающаяся имеется в виду незавершенного. Всегда незавершенный модерн следует продолжать направлять осознанно и с Да. помощью политической воли. То есть все-таки как бы это не то, что это не те закономерности, которые как бы выявляют, которые существуют прямо вне Лакан цитировал. изучающего субъекта, как у, ну, вот у Лумана как бы эти системы аутополитики, он сам по себе развивается, как будто бы, да. А здесь как бы все-таки установка на то, что этот проект нужно культивировать, да, этот рациональный разум, да, коммуникативный разум, нужно культивировать, продолжать направлять осознанно. То есть в этом какой-то призыв есть, да. Ну и в этом смысле, наверное, Хабермас немножко выпадающая из нашего курса фигура, поскольку у него есть такой социально-критический задор, наверное, в большей мере, чем такой аналитический, просто диагностический. Ну, вообще он действительно, на мой взгляд, инструменталист, потому что, в общем-то, он прописывает то, все так как Луман, это вообще чистые теории, то есть такие отвлеченные, которые не ставят перед собой никаких, ну, как это называется, рациональных задач, да, они хотят постичь, ну, это философские вопросы. А Хабермас просто один из тех, кто романтик, вот современный, модерновый романтик, который пытается создать какую-то систему, которая бы позволила решить, то есть действительно Вот политическое. последняя фраза говорит о том, что он далеко не романтик. Не, ну, романтики, Ну да, я наверное, тоже Он романтиков, практик, да. романтиков у него не ну, это и да, называла. ляпнул. В том смысле, что он такой деятельностная Да, фигура, да. да, она Это настроена вполне на практически Его преображение. желание найти Идеология. консенсус, это романтизм, по большому счету. Ну, к этому все стремятся. Я не стремлюсь. Ну а чем хорош пессимизм, который просто утверждает, что невозможен там, вот невозможен консенсус. О, смотри, Дальше куча вопросов. Не надо грязными руками. Бодрияр пессимист, кстати. Вот я. Подождите, а если они говорят о том, что общество возможно, это уже говорит о том, что оно существует, то это говорит уже именно о том, что... Они не совсем Это оптимизм, да? Ну, и как раз таки, следуя последнему фразе, я могу напомнить то, что я отвечаю всем. Когда мне говорят, что мы не занимаемся политикой, я говорю, тогда политика займется вами. Это первое. Вот. Очень хорошо вписывается в эту теорию. И второе, что война, это как раз таки и есть продолжение плохой политики. Поэтому лучше Плохой мир. находить консенсус. Ну, Да. но неплохое, просто политики другими средствами. Ну нет, это продолжение плохой политики. Когда уже идет война. Наверное, по Хабермасу соглашусь с вами, что это как раз таки обрыв политического Да, это уже измерения. обрыв политики. Это уже не Это уже политика. всё. Да. Это конец. Политика пока Разум длится уже коммуникация. отсутствует. Любая смерть, любое убийство – это уже отсутствие разума. Я вам скажу, что война это тоже средство коммуникации. Ну нет. Ну, это уже Я- согласен. Дело в том, что если мы не будем друг друга убивать, мы не будем с вами коммуникатировать. Нет, это вот зря вы так. Это вот Вот. какая-то И тут ветошь Остапа уже. понятно. Это не модерн. А вот это Хайпа такая. вы поняли, Точно о не чем я? модерн. Вот как Вы поняли, о чем я? подсознанка-то была. Я ничего не утрирую, ничего не передергиваю. Точно. Нет, нормально. Знаете, культурой является даже кокешка под елкой. Вот Является я элементом недавно культуры. в экипаже- И, элементом общения является все. Все. Даже насморк. Даже насморк является результатом коммуникации. Нет, но мы же с вами говорили о том, что коммуникация всегда имеет На фоне возможность оборваться. оборваться. Значит, не все коммуникация. Физическое действие это уже не коммуникация. Если держаться теории Сейчас мы Хабермаса. возвращаемся к мистике. Тогда что мы понимаем под словом коммуникация? Так Хабермаса мы уже изучили, в общем-то, он обозначил вполне. Ну, у него все классическое, почти по Луману. Вот который Только у Лумана она сама по себе, а у него единственная форма. Хорошо, может быть, кто-то еще хотел что-то Да. сказать из тех, кто не участвовал в этой дискуссии. Если это было Дайте сказать. Я молчу, я сижу, молчу. Что вы так боитесь-то? Как-то Громко молчи. А вот это мне нравится. Мне кажется, в структуре каждого народа в языке, то, что объединяет и коммуникация, заложено определенный ритм. Ну, это, конечно, не дискуссия здесь, сегодняшнего, скажем так, темы, да? Но как раз таки степень понимания зависит от особенностей еще и языка, поскольку он несет в себе очень
Большую нагрузку. нагрузку и Центральную. И то, что характерно в современном мире, в мире информатики, когда языки, когда надо очень быстро принимать решения и, скажем так, краткость как раз таки слов и построение предложения, она каким-то образом все-таки определяет коммуникацию в том числе. Ты что хотел сказать? Ну, то есть, я да, поняла. вот тот, То кто есть со стороны... вырабатываются определенные фразы, которые доступны для народов с различными языковыми. В этом смысле Хабермас действительно упрощает видение языка, да, что все-таки он предполагает, что любую коммуникацию, условно говоря, можно свести к ответам «да» или «нет». Да, там был такой кусочек. Вот. Что на самом деле большой вопрос. Это не сегодня, это уже тяжело. Что? Двоичная логика машинной Да, коммуникации. да. Это тоже одна из Об этом можно было претензий поговорить еще. хабермасовской теории. В общем, ну, то есть Очень лакановские много позиции очень мы вообще сложно. можем в пух и прах разбить его теорию. Но не будем. Кто у нас следующий? Понимаете. А что, мы уже разобрались с Хабермасом? Я предлагаю еще с Издеваетесь, современностью да? поработать и, как-то, может быть, я тематически, просто не на авторе, а По на крайней мере, мы знаем, тематике. куда теперь его засунуть. Концентрируясь, можем у Ульриха Бека взять современность. А вот Бек, Робертсон, да, современная. А что у него есть своя теория? Книжки есть, да, о современности. Бека? Гуэка. Бека. А, у Бека? Луи Бек. Не, а что у Эка? А у Эка что, нет? Я не нашел. Не, я не про книжки. Вот называется вот лингвистический поворот. Да. Эко мы точно изучаем. Каждый слышит то, что он хочет. Вставил психолог свое Я не нейролингвистическое психолог, а ориентирование. Подождите, давайте вернемся к Надо, Паша, с той консенсусной стороны на меня надо коммуникации посмотреть. с Хабермасом. Мы уже поняли, что Тебе надо переползти на нашу сторону. Хабермас. На тебя плохо влияют. Я вот программирую. Хабермасы и Бег. Бека. С Хабермасом разбираться и разбираться. А вот вопрос, знаете, какой возникает? У меня социальные теории, которые мы рассматривали разного авторства, мало стыкуются друг с другом. Да, есть разноголосица, конечно. Да, есть ли какая-то общая картина, располагающая их друг относительно друга? Ну вот есть модернизм, постмодернизм, да, одно Это разделение. временная цепочка Нет, и нет. первенство Содержательно разума. Они Ну да, одновременно. содержательно, что они различаются. И Иррациональность, нерациональность, фрагментарность, возможность будущего, невозможность будущего. То есть там какие-то такие можно Да, противоречия построить между ними. А остальные? Это попытка классификации теорий, по-моему, вообще как бы в эпоху постмодерна, мне кажется, не оправдана. Да, они, естественно, говорят об одном и том же. А внутри найти какие-то определения, по-моему... Ну да, я помню, когда-то студентам еще на первом курсе, когда в курсе социологии читала, говорила, что социология наука полипарадигмальная, чтобы они не задавали мне вопросы. Параллельно существует. Ну да, тогда, может быть, в каких Много случаях, голосов. какие ситуации точнее описывает тот или иной подход? Или с точки зрения... Это смотря в какой ситуации находится страна. Беларусь – страна постмодерна. Поэтому Если надо рассматривать анализировать социологию, то рассматривая, что она Я существует. она не не- брала такие глобальные Ну, ситуации. помните, мы как-то вот рамочно, когда я описывала, чем мы будем заниматься, мы говорили, что мы уходим, наши вот эти авторы, эти концепции, почему именно их мы берем, мы уходим с их помощью от сильного понятия общества. Да, то есть как бы уже сам этот уход демонстрирует, что вряд ли мы найдем консенсус в отношении того, что такое общество. Да, и
общество это не есть не какая-то целостность такая, какая-то предопределенность, А для каждого предзаданность. свое. Да, Ну, тогда возникает вопрос, почему для каждого это свое, для каких задач. это вопрос вообще авторства во многом, да, в социальной теории, насколько там автор значим, да, насколько дискурс говорит через, да, автора, или автор все-таки строит дискурс волюнтаристским образом, если у него хватает там таланта, еще чего-то, как-то продвинуть свою теорию. В этом, наверное, коренное отличие гуманитарных наук, социальных наук от наук естественных. Просто так не выпрыгнешь за рамки традиций. Здесь тоже непросто, но здесь, наверное, больше таких возможностей в социальных науках. Тем более, что в самом начале нам Я говорили, попробую социологию творим мы сейчас. Может быть, давайте я подумаю, какую-то классификацию вам, Да, осознанно вспомнив все, что мы там брали, да, с тем, чтобы схематически представить, да, и содержательно в нескольких словах, да, описать. Как они друг с другом относятся? Соотнесенности, Потому да. что эта соотнесенность может быть не однозначная. Не по одному критерию, по Да. крайней мере, да, их можно соотносить. Если начнете этим заниматься, вы угробите социологию. Ну почему же? Это же не Потому что социология. вы сами говорите, с одной стороны мы ее создаем сейчас, а с другой стороны вы уже хотите смотреть на сейчас за ретроспективе. Очень любопытный вопрос. Тогда возникает, занимаетесь ли вы классической социологией или преподаете современную. Классическую это надо вот иконку брать, читать, и все будет понятно. Так как мы понимаем я бы коммуникацию сказала, сейчас, такая и есть социология. Я бы сказала, что я смотрю на социальную теорию сугубо субъективно. Из Это должно момента быть. сейчас, но сугубо субъективно. И с этой точки зрения мне все равно хочется собрать разные социальные А ваше теории в желание одну понятно. картину. Ваше желание. Будем считать, что это мой авторский волонтаризм. Да, вот это и На самом деле вот так и это- нужно относиться, что это все-таки сырье. Эти материалы, которые мы Да. рассматриваем, это сырье, там, материал, с которым можно работать и что-то создавать, да, потому что, как иначе. Что просто так скреативить что-то в Потому области что если вам социальной теории, напишут, это смешно. Вы перестанете Я не думать, если знаю. вам напишут, вы перестанете думать. Нет, Нет. подождите, не об этом речь. И вот если рассматривать это как сырье, Мгм. то или как инструмент, Мгм. что сырье там, следующая стадия сырья, то хотелось бы понимать, для чего его можно применить. Ну, это Как ваша оно задача, друг с вам другом никто связано. все равно не скажет. Да, но какие-то связи или характеристики этого сырья, конечно, хотелось бы понимать. Ну, почему-то вспомнилось мне, что Луманс как раз с Хабермасом всю жизнь спорили до смерти Лумана. Они были такие вот два антагониста, очень завязанные друг на друга. Вот можно, например, можно было бы дать вам сочинение, если бы я практиковала задание написать сочинение, да, о чем могли бы спорить Луман с Хабермасом. Хотя, наверное, можно найти переписку. Можем, кстати, построить одно занятие вот так, как раз если. И Хабермаса можно еще дочитать что-то, Может да, быть, и интересно. соотнести, да, вот. Ну, устроить коммуникация такую у них базовая. квазиполемику. Социология все. Уже общее много. Что еще? Ну, у них основной вопрос. На самом деле, да, у них коммуникации. коммуникация в основании, но совершенно по-разному понимаемая. Да, у одного это единственная форма социального, а Или у другого это смотрите. лишь поиск, механизм осуществления вот этих поиска вот этих вот социальных, этих нормативных горизонтов. Это там есть, да. Можно сделать, поделить вас на две, например, группы игровую. Вот, ситуацию, если кто-то Хабермаса Да, это представляет, а кто-то Лумана. Или не будем так делать. Это рискованно. рискованно. И как раз цель А я за Лумана попробовать, возьмусь. Я Хабермас такую не нравится. целерациональную коммуникацию попрактиковать. Два Хабермаса. Тем паче, что здесь предложение, модель такое прозвучало. Берем H2O, состояние очень сложно уловить, оно постоянно движется, H2O, да? Вы хотите, чтобы вам его заморозили в куски льда, Нет. и вы тогда представите, понятно, что такое вода. Если уж говорить про H2O, я бы говорила, есть разные формы воды, и в каких случаях мы используем ту или другую. А у вас буквально инструменталистский подход, как у Хабермаса, то есть как это можно использовать? Ну да. Это не инструменталистский подход, что вот Елизаров, он критиковал всю жизнь инструменталистский подход. У него коммуникация основания. Коммуникация предполагает наличие другого,
которое кардинально может с вами не согласиться. Какой тут инструментализм? Если уже H2O рассматривать, то в контексте освоения новых галактик тогда в рамках именно теории Хабермаса. И H2O — это весь космос, пропитанный на 98% водорода, и, так сказать, разработать свою теорию, да, с Лумана и Хабермаса, какую-то такую общую. И туда, используя, так сказать... Хорошо, давайте определимся к следующему разу. Мы будем это вот в дискуссионном режиме, кто-то защищает Лумана, кто-то Хабермаса, или не будем этого делать, просто сопоставим коллективно два этих проекта. Боюсь, на стороне Хабермаса Почему? Я готов защищать Хабермаса. Не, ну такая игровая практика, мне кажется, и тогда оправдала в прошлом году, когда мы три теории у нас как бы столкнулись, да? Ну, три теории. Она была не идеальной речевой ситуацией тогда. Но тогда было, по крайней мере, в контексте того, что как бы вдруг бабахнули, надо подготовиться. И каждый защищал, ну не защищал, представлял своего автора, то получилось достаточно коммуникабельно. Другое дело, что, может быть, где-то в чем-то вяло, все по-разному как-то участвовали в этом, но, тем не менее, мне было интересно. А еще у меня вопрос, а что нас ждет еще на следующих занятиях? То есть я так люблю завершенную картинку в голове. Ну вот Бек по меньшей мере, Робертсон, да, и глобализация можно, кстати, Баумана чуть-чуть затронуть в связи, опять же, он умер недавно. А можно и увеличить. Текучая модернити, это все о модерне, в общем-то, способах реабилитации. Но у нас в общем и целом осталось 3 занятия. Ну да, немного. Может, давайте пойдем дальше. Я все-таки вот предпочла бы этот практикум сделать с тем, чтобы вы действительно прочувствовали этот материал как материал, не просто вот его воспроизводить почтительно, да, а как-то понять, чем он может быть полезен. И вот в такую дискуссию Лумана с Хабермасом, или луманианцев с хабермасианцами можно было бы как-то... Ну, мне кажется, она на Реализировать. все занятие не... Что? На все занятие занятие? не Ну, может быть, на распространится. часть, да, может быть, я согласна с вами. Окей, тогда я подумаю, да, начать. Давайте, да, действительно, на половину занятия мы сделаем эту дискуссию, а на вторую я просто представлю и, ну, на всякий случай, как обычно, выпишу новые тексты. Думаю, Бека. Давайте сейчас определимся, кто будет в какой команде, и готовиться уже заранее. Я думаю, НЛПисты это хабермасовцы. Кто за Лумана, давайте так, чтобы Кто за примерно, Лумана? и кто придет, главное, да? Ну, я так надеюсь, Я что за все Лумана. придут, кто подписывается. Я бы хотел как-то Какой-то третьи точки на это смотреть. Самый Вот хитрый, ты да. про третью точку, а здесь как где-то. Пятая точка. Посмотрите, чего пойдет. А я понял, рефери. Ну, Это начало, просто, мне пожалуйста. кажется, они не совсем релевантны вообще, ну, они как бы между собой. Я, может быть, там подумаю, цапались. надо конкретизировать, какой вопрос мы будем, да? Что такое общество, ну, то есть, как бы пока не очень. Конкретно. Да, что такое коммуникация, может быть, да? Какое значение имеет коммуникация, да? О, Ну, есть что предложение. такое? Хабермасовская теория, идея работает на практике Евросоюз. Как бы это, а где работает Лумана теория? Вы думаете, что-то очень конкретно случилось? Хорошо, уточним. Берем 2 основных примера, где работает лумановская теория и где хабермасовская. И Нет, понимаете, любой феномен можно рассмотреть как с одной позиции, так и с другой. Дело не в феномене, что какой-то феномен в большей степени подчиняется хабермасовской Да, оптике, а какой-то лумановской. Нет, Ну, согласен. так не бывает. Они достаточно фундаментальные теоретики, чтобы могли, ну, ключевые вопросы современности объяснить. Я понимаю. Но если рассматривать Я просто социальные подумаю, сети да, как лумановская, конкретизировать как вопрос. называется, отражение лумановской теории, и взять социальные институты, то есть легитимные институты, почему бы тогда не взять социальные сети с Лумановской и с Хабермасовской? разные вещи. Совершенно. Ну, потому что разное понимание коммуникации. Вот, В этом есть смысл, что Вот он разные. смысл. Но я же говорю, что мы можем рассматривать их
сравнивать отдельно на То эмпирическом есть материале. коммуникация в социальных сетях, вы имеете в виду? Да. Как она может быть рассмотрена с точки зрения Лумана и с точки зрения Коммуникация в Лумана? соцсетях, Да. это интересно. Потому что, согласно тому же Хабермасу, группы – это как раз то самое консенсус, который возникает, Я бы не сказала, нет. я предполагаю, я фантазирую. Как- Слушайте, пофантазировать с вами нельзя. А холивары, разве что это консенсус? Чего-чего? Холивары, ну или будет посрачка. Холивары не знаешь, что такое? Ну, это дискуссии сетевые. Да. Мягко говоря, что Все, теперь понял. Я извиняюсь, теперь понял. Там консенсус. Подождите секундочку. Про конфликт тоже можно говорить. То есть, в конечном счете, хоть у Хабермаса меня поправили, типа нет конфликта, но вообще, в принципе, конфликт поражает дискурс. Предполагается, да. Дискурс вообще без конфликта невозможен. Это точки бифуркации у Хабермаса. Да, вот там у него так. То есть, и здесь можно смотреть, вот, например, через социальные сети. Да, то есть, Контакт, Фейсбук. Ну, хорошо, я ваше предложение выслушала, я волюнтаристским образом решу все. А вот это продавливание. Это стратегическое действие, без Там надо которого все-таки тоже никак. поделиться, все-таки вот на То есть объективная составляющая. Мы на поняли? ходу поделимся. Да? Наверное, не получится. Почему? Я за Хабермаса. Отлично, вот один человек за Лумана Предатель, есть, один за предатель. Хабермаса, уже хорошо. Да.